уважаемые гости, уважаемые жители селения Асаликян. В селении Асаликян Сулеймановского района по федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года. В 2012 году было начато строительство газопровода протяженностью 4,7 километра. До 2014 года был подведен подводящий газопровод и проложен 40% уличных сетей. В 2019 году, согласно федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий, на 2014-2017 годы и на период 2020 в селении Асаликян возобновили строительство газопровода. В настоящее время все монтажные работы по строительству газовых сетей в селении завершены. Сегодня состоится подача природного газа. На нашем мероприятии присутствует заместитель председателя правительства Республики Дагестан Лемешко Владимир Викторович, глава муниципального района Сулеймановский район Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович и другие ответственные лица. Слово предоставляется главе муниципального района Сулеймановский район Абдулмуталибову Нариману Шамсудиновичу. Прошу. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые наши гости, здесь у нас и представители Министерства сельского хозяйства, и представители газовых служб, Адильхан Ирошевич. Ваше присутствие в этом маленьком селе на открытии этого объекта, важного для нас, для нашего района, для этого села, для сел Гюнейской долины, это дополнительный стимул, дополнительные условия для наших жителей, потому что село проживает, домов всего около 60, проживает свыше 200 человек. Вот даже в этом маленьком селе есть газ, будет газ этого дня. Конечно, этот проект, он долгий, мы мучились, мы писали, мы обращались. С 2012 года наполовину было газифицировано это село. Но вот видите, уже полностью в этом году, благодаря главе республики Владимиру Абдуалиевичу, это село полностью газифицировано. Хочу от имени жителей села Асаликян, от имени жителей Гюнейской долины выразить огромную благодарность главе республики Владимиру Абдуалиевичу за тепло, за комфорт для наших жителей. Уверен, что эти села Гюнейской долины, они обделены вниманием, они будут процветать в дальнейшем, потому что здесь много сел, которые наполовину газифицированы. Еще газификация начиналась с 2012 года, но в силу определенных причин, объективных, субъективных, наполовину эти села газифицированы. Но вот мы сегодня разговаривали по пути с Владимиром Викторовичем, есть договоренность, что все незавершенные объекты, которые есть не только у нас в районе, но и в республике, в ближайшее время будут сокращены, доведены до нуля. Есть такой оптимизм. Что касается этих сел, просто маленькую информацию. Здесь, конечно, за последние годы проведена определенная работа. Благодаря проекту местных инициатив главы республики в соседнем селе строятся спортивные сооружения, плоскостные сооружения. Будет подан газ всем селам, построено административное здание. Конечно, уделяется внимание и дорожному хозяйству, которое находится на балансе республики, есть договоренность с Дагавтодором. То есть и по проекту 150 школ уже 2 года ремонтируется Шикенская школа. То есть надежда уже есть, она реализуется. За последние 2 года несколько объектов построено и будет построено в этой зоне, в Гюнейской части. Еще раз я хочу вас поздравить, уважаемые жители села Асаликян, уважаемые наши детишки. И в школе будет тепло, и в объектах будет тепло, и дома будет тепло, и леса здесь, которые рядом, они будут сохранены. Поздравляю с этим замечательным днем. В это маленькое село приехал вице-премьер. Это тоже знак внимания к району, к нам, к жителям района. Поэтому большая благодарность Владимиру Викторовичу вам, Адильхан Ирошевич, в лице Министерства сельского хозяйства, Дагсельхозстроя, газовых служб. Хочу выразить благодарность и строителям, которые за короткое время навели здесь порядок и достроили, построили газовые сети. Еще раз вас с праздником, успехов, удачи. Пусть в этом селе, во всех селах нашего района, в Дагестане будет мир, процветание. Спасибо. Спасибо, Нариман Шамсудинович.
Уважаемые друзья, сейчас слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Дагестан Лемешку Владимиру Викторовичу. Прошу. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, земляки, я хочу присоединиться к словам Наримана Шамсудиновича о том, что это стало возможным благодаря усилиям и федерального центра, в первую очередь, а данное конкретное село завершена газификация из-за обращения вашей землячки к президенту Российской Федерации, лично на контроле у заместителя руководителя администрации президента Магомед Салам Магомед-Алиевича этот вопрос стоял. Вот, и поручение было и мне, и министерству, и правительству республики завершить этот проект. Поэтому все это, дети, ради вас, чтобы вам было комфортнее и уютнее учиться, жить здесь и радоваться и гордиться своей малой родиной. Поэтому в первую очередь вам и вашим мамам, чтобы было удобно. А всех жителей района я хочу заверить, что все незавершенные объекты газификации, они будут в ближайший год-два завершены. Есть разработана программа, и, как уже сказал глава района, с 2012 года были трудности финансового характера, которые не позволяли нам завершить начатое дело. Сейчас Министерство строительства занимается строительством школ и детских садов, Министерство сельского хозяйства активно занимается развитием сельских территорий не только в Сулейман-Стальском районе, по всей республике. Поэтому нужно, дети, учиться, чтобы приносить пользу своей земле, вот, гордиться ею и приумножать ее достояние. Все это делается ради вашего будущего. Я хочу пожелать вам всем мира, здоровья, благополучия. Ну и давайте предоставим слово все-таки первому заместителю министра сельского хозяйства Адильхану Ярашевичу, который курирует вот это направление деятельности. Когда-то сам работал газовиком, и очень, наверное, ему приятно опять очередной объект пускать. Адильхан Ярашевич, скажите, пожалуйста. Спасибо, Владимир Викторович. Дорогие друзья, на самом деле это приятный день для вас и для нас. Эта газификация строится по программе устойчивого развития сельских территорий. И масштаб этой программы на будущий год она будет распространяться еще больше. Вот. В этом году у нас 51 вводных объектов, из них 19 объектов это газификация. Я хочу пожелать вам хорошего настроения, чтобы вы пользовались этим газом, теплом. Вот. Как говорится, не только в «Газпроме» сбываются мечты, но «Газпром» еще сбывает мечты многих наших россиян, многих таких маленьких населенных пунктов во всей нашей стране. Конечно, Министерство сельского хозяйства все делает для того, чтобы улучшить жизнь на селе, и мы это будем продолжать. На самом деле газификация для Владимира Викторовича и для меня, мы его не понаслышке знаем. Мы знаем, как его строить, как его газифицировать, как потреблять. Мы работали в этой системе. На самом деле мне очень приятно находиться здесь, с вами вместе и участвовать в вашем долгожданном желании, мечте получить этот газ, получить это тепло. С приходом газа, значит, у вас должно быть хорошее настроение, развитие каких-то промышленных объектов, хотя, несмотря это отдаленный населенный пункт. Но нельзя забывать о платежной дисциплине. Как бывший газовик говорил, я всегда говорил и говорю, газом надо пользоваться, за газ надо платить. Вам счастья, здоровья. Мы всегда готовы быть полезными вам, для того, чтобы вам улучшить жизнь на селе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, слово предоставляется учителю-ветерану Амаханову Кахриману Мирзагасановичу. Дорогие сельчане, уважаемые гости,
сегодня действительно большое событие в жизни нашего села. Не только большое событие, даже исторические события. Кто мог подумать, что селение Асаликент придет газ, будем пользоваться тепло и до газа. Но вот многие об этом мечтали, но вот сегодня все наши мечты сбывались. Так что я хочу поблагодарить нашим гостям Владимиру Викторовичу, приехал к нам из Махачкалы поздравить с этим днем. Спасибо главе района и его команде, что у нас заботится о этих маленьких селах. Действительно, в последнее время у нас и в других селах построены спортивные площадки, детские сады там и так далее. Но у нас хотя бы это нет. Но я думаю, что у нас будет точно. Если в других селах они появились, и у нас тоже будет. Вот. Ну, я хочу сказать одно и гостям правительства и нашим главе района, чтобы вот эта дорога, на это, чтобы вы обратили внимание, чтобы у нас хотя бы через год-два у нас была асфальтированная дорога. Вы, наверное, когда что ехали, подвидели, что у нас не такая уж хорошая дорога. Остальное у нас все хорошо. В последнее время у нас все хорошо. Мы же знаем, что действительно правительство Дагестана и нашего района уделяет внимание маленьким селам во всех отношениях. Я не буду говорить это. Во всех отношениях обращают внимание. Спасибо им. Спасибо всем жителям нашего села. Вот чтобы всегда у них было хорошее здоровье. Они пользовались газом. Ну, как сказать, по совести. Вот как сказал, пользуйтесь газом, надо платить. Так что спасибо всем. Спасибо. Дети, я к вам обращаюсь. Родители иногда могут в спешке забыть что-то. Вы ознакомьтесь с правилами пользования газа, потому что очень много людей, к сожалению, этим благом пользуются неправильно, и бывают несчастные случаи отравления угарным газом. Поэтому вы в школе учитесь, вам химия, физика сейчас доступна. Поинтересуйтесь, пожалуйста, как это правильно делать. Газовики наши, которые эксплуатируют, они обучат и взрослых, и детей. Но обязательно при работающем приборе нужно открывать форточку, чтобы был приток кислорода. Поэтому напоминайте своим родителям об технике безопасности. И платить за газ нужно, и аккуратно им пользоваться. Это благо, но если с ним шутить, оно может обернуться бедой. Поэтому я к вам обращаюсь в первую очередь. Вы следите за порядком. Хорошо? Спасибо. Вот держи. Вот сейчас пустится газ оттуда. Это свидетельство того, что по трубе есть газ. Что, идем? Давай. Ну, да, давай. Ну, давай. С Богом. Ну что, весь есть, горит. По большому счету яичница не нужна, вот он видите, что давай объяснять. Не, работает, вот видно уже. Работает, Так что нам и как буду готовить сейчас. Спасибо всем, что у нас такие условия создавали. Мне очень рада за то, что у нас раньше были такие трудные времена. Сейчас нам так удобно и хорошо. Вам, чтобы всем было здоровье, богатство, счастье, небо головой, чтобы нам такие условия создавали. Нам, нашу главу и всем замам, всем
Аминь. Да, аминь. Да. Аминь, аминь. И чтоб хинкала почаще кушали. Вот сейчас будут хинкал. Яичницу традиционно делают на первом газе. А здесь хинкал будет. Thank you.